В эфире новости, главные события дня. С вами Василий Радченко и в этом выпуске. Решение основных социальных и демографических задач Владимир Путин в своем послании задал курс дальнейшего развития страны. Уменьшить численность волков, но не навредить популяции. Как амгинские охотники планируют выполнить эти две трудносовместимые задачи. А 12 алданских мам готовы посоревноваться в красоте и талантах. Победительница поедет защищать честь города на всероссийском конкурсе. Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием в Федеральному собранию. Церемония состоялась в гостином дворе и длилась около 1,5 часов. В своем выступлении он в первую очередь обозначил, что ключевые задачи государства развернуты в национальных проектах. В числе самые приоритетные – это всемирная поддержка семей с детьми. Так был представлен новый пакет из 4 мер государственной поддержки. Первая касается выплат на первого и второго детей, вторая – пособие по уходу за детьми-инвалидами, третья – налоговых льгот на недвижимость для многодетных семей, четвертая же – на продление действия 6% ставки для семей с 2 и более детьми на весь срок ипотечного кредита. В качестве еще одной меры прямого действия Владимир Путин анонсировал выплату 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита для всех семей, в которых родился третий и последующий ребенок. Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом с 1 января 2019 года. Посмотрите, что у нас получится. Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. Тезисы из послания президента страны о поддержке семей с детьми в интервью нашему телеканалу прокомментировал глава республики Айсен Николаев. Очень хорошо, что конкретные инициативы прозвучали и по дополнительным выплатам, и по помощи тем семьям, которые имеют сегодня ипотечные кредиты, по помощи как раз через предоставление налоговых льгот, в том числе по земле, по жилью. Это очень важно, потому что как раз вот такие реальные мероприятия, которые близки и доходят до каждого человека, они как раз и способствуют повышению уровня жизни в стране. Конечно же, вот те другие задачи, которые поставлены президентом и по росту экономики, по улучшению экологии, в том числе вот по обустройству национальных парков, в том числе на территории нашей республики, они тоже нам всем созвучны. Мы их будем исполнять и уверен, что вот эти решения также помогут более быстрому развитию нашей страны. В социальном же блоке послания президент озвучил ряд качественных изменений. В программе «Земский доктор» могут принять участие медики всех возрастов. При переезде на работу в сельскую местность врачи получат по 1 миллиону, фельдшеры по 500 тысяч рублей. А в следующем году запустят аналогичный проект «Земский учитель». За 2 года должна быть полностью решена проблема со старыми школами. Дети не должны учиться в зданиях, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Кроме того, 17 миллиардов рублей выделят на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры. В приоритете борьба с бедностью, и в качестве инструментов предложены социальные контракты, индексация пенсий сверх прожиточного минимума, а также ипотечные каникулы. Все эти меры имеют прямой эффект действия в Якутии и позволят повысить доходы, улучшить материальное положение тысяч семей в республике. Тем временем правительство России увеличило максимальный размер финансовой поддержки, которая предоставляется регионам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов из средств фонда ЖКХ. Соответствующее постановление, изменяющее правила предоставления субсидий, вступило в силу сегодня. Согласно документу, допустимый объем помощи для одного дома увеличен с 50 до 80% общей стоимости работ по капремонту. При этом, как и прежде, он не должен превышать 5 миллионов
миллионов рублей. Существенно упростилась процедура получения субсидий для субъектов федерации. От регионов больше не требуется наличие программы капремонта в многоквартирных домах. А в Амгинском районе продолжается работа по регулированию волков. Сейчас там работают 6 бригад охотников-волчатников. Перед охотничьим хозяйством стоит две трудносовместимые задачи, а именно уменьшить численность волка и обеспечить сохранность его внутривидового разнообразия. С начала года в районе добыто 11 особей. Сейчас на территории охотничьих угодий обитает порядка 45 серых хищников. Говоря о показателях в целом по республике, каждый год добывают около 600-800 волков. Из них 15-20 особей именно в Амгинском районе. 3 волка были добыты в Сулгачинском наследии, 1 особь в Алтанском, 4 особи в Нахаринском, в буферной зоне ОВПТ Амма. Регулирование хищников производится в основном наземным способом с применением капканов и петель. В регулировании в основном мы ведем слаженный мониторинг, он у нас стоит на первом месте. Работаем одной командой, связываемся друг с другом постоянно. Вопрос строительства новой котельной остро стоит в районном центре Аймиконского района. Уснерцы недовольны загрязнением воздуха, виной которому угольное отопление. В ситуации разбиралась Светлана Поцелуева. Райцентр Аймиконья, поселок Уснера, отапливается 2 котельными, работающими на угле. Жители, живущие неподалеку от котельных, испытывают дискомфорт от такого соседства. Вот живем около котельной, вот такая у нас экология. На балкон ничего не можем поставить, потому что все у нас в пыли. Вот, посмотрите, вот это что-то такое, копоть. Снега практически не видно, продукты не выносим. Летом у нас пылище, задыхаемся, дышим этой пылью. Зимой вот это копоть. Поэтому вот этим мы и дышим. Здесь наши легкие засоряем. Вот такая у нас копоть на балконе. Вот видите, сколько собирается? Целая куча. Можно килограмм собрать вот этой копоти. Да что это на балконе творится? И он зато застеклен. Теплоснабжающая организация уверяет, что все в пределах нормы и особой трагедии в этом не видит. Посмотрите вот на этот снег вокруг нас. Какой он грязный, черный. Это же невозможно. Мы живем на полюсе холода, где экологическая ситуация везде, говорят, прекрасная. А если посмотреть вокруг, то какой-то кошмар. Трубы дымятся. Весь черный дым, который идет с отходами шлака, еще с чем-то, не знаю, с копотью. Ложится все на снег. Дети ходят, играют, балуются, валяются. И сколько у нас детей сейчас аллергиков. Это же кошмар. Надо что-то делать. Возможно, после выхода этого сюжета Росприроднадзор усмотрит здесь возможные нарушения природоохранного законодательства и сделает необходимые замеры. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. Движение, объединяющее школьников, студентов и взрослых. В рамках деловой программы 7-го открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills» Покровский колледж провел день открытых дверей для школьников, жителей и гостей Хангалского района. Сотрудники колледжа провели обзорную экскурсию по проводимым компетенциям, а гости смогли напрямую пообщаться с экспертами и участниками чемпионата. Также состоялось открытие нового оснащенного учебного кабинета для студентов, обучающихся по специальности «Информационная безопасность». По словам руководителя Покровского колледжа, работы по оснащению кабинета еще не закончились, но в дальнейшем дополнительное оборудование и программное обеспечение в рамках соглашения будет предоставлять компания «Аватек». Сегодня был у нас очень знаменательный день. Мы впервые на базе нашего Покровского колледжа открыли специализированный учебный кабинет «Аватек». Это очень большая компания, которая занимается подготовкой, занимается работами в области информационной безопасности. А наш колледж является как раз поставщиком студентов по специальности инфобезопасности. И вот на базе нашего колледжа мы открыли специализированный кабинет, где в течение всей учебы наши студенты будут проходить обучение не только у наших преподавателей, но и непосредственно проходить обучение как раз на производстве совместно с компанией «Аватек».
Тем временем на «Золотой маске» стартовала конкурсная программа. У фестиваля, празднующего четверть века, беспрецедентно большая программа. В конкурсе доминируют спектакли из регионов. Среди номинантов есть постановка Саха-театра «Мой друг Гамлет». Фестиваль завершится 16 апреля церемонией награждения лауреатов в Большом театре. А 12 алданских мам готовятся посоревноваться в красоте и талантах на конкурсе «Мисс Алданочка». Победительница примет участие во всероссийском конкурсе красоты «Мисс World Russia-2019». Как идет подготовка и каков настрой у претенденток, узнавал Руслан Павлов. По-новому ходить, говорить и вообще подавать себя учатся претендентки на звание «Миссис Алданочка» конкурса красоты и таланта, в финале который пройдет в Алдане в начале марта, примут участие 12 молодых мам, и только у одной из них появится возможность представлять свой город и Якутию на всероссийском конкурсе «Миссис World Russia-2019». Отборочный тур у нас уже состоялся, то есть мы приглашали всех на закрытый кастинг, ознакомливались с подробными условиями участия, что девушкам предстоят нелегкие тренировки, да, учиться красиво ходить, говорить. В финале девушкам предстоят 4 дефиле в деловом стиле, в национальных костюмах, в вечерних платьях и завершающий выход в красном. Кроме демонстрации красоты, им предстоит показать какой-то талант, в котором они преуспели. Я не так давно танцую в хореографическом коллективе, и я буду танцевать. Русский народный танец. Страшно? Нет. Каждая участница конкурса уверена в своей победе, хотя и не сбрасывает со счетов уровень соперниц. Впрочем, главным достижением для конкурсанток стало уже то, что у них появилась возможность выйти в свет. Мамочки, те, которые сидят дома, воспитывают своих детишек, им тяжело вырваться и показать действительно свою женственность и красоту. Организаторы этого конкурса дают полную возможность превратиться из девушки, из мамочки, да, домашней, в шикарную леди. Поработать над собой, найти время на подготовку и выставить себя на всеобщее обозрение – шаг непростой, но у каждой из участниц были на то свои причины. Просто надоела обыденность домашняя. Работа, дом, готовка, стирка. Я здесь отдыхаю, я здесь отвлекаюсь, поэтому я сюда и пришла, наверное, вот за этим. Ну, вообще меня дети подтолкнули к этому. Каким образом? Да. Сказали: мама, ты у нас самая красивая, ты обязана участвовать. У конкурсанток есть еще время на оттачивание мастерства, которое они продемонстрируют на конкурсе, однако победы в нем будет недостаточно для того, чтобы ступить на большой подиум. Победительнице понадобятся спонсоры, педагоги, тренеры и работа над собой. Хотя организаторы местного конкурса уверены, что «Миссис Алданочка» попадет в топ-5 на всероссийском конкурсе красоты среди мамочек. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. А к этой минуте у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.